В городах и районах Коми проходят кинопоказы в рамках международного проекта. «Кино без барьеров» – это более десятка игровых, анимационных и документальных картин производства России, Польши, Великобритании, Франции и Австралии. Увидеть мир с неожиданной стороны можно было в городском доме культуры «Горизонт». Фильмы рассчитаны на разные возрастные категории, но цель у них одна – изменить отношение к людям с инвалидностью, привлечь внимание общественности к их жизни. А самое главное – раскрыть их богатый потенциал, показать наглядные примеры и возможности активной жизни, сформировать отношение равенства, без страха и жалости. Такие фильмы способны многому научить. Это очень поучительно. Все детки могут понять, что надо со всеми общаться одинаково, никого не обижать. Ну вот Юлия Самойлова, очень даже хороший пример. Она хотела поехать на Евровидение, это ее мечта. И ей отказали. И это очень странно, по мнению моему. Каждый должен относиться ко всем одинаково. И я отношусь к ней очень даже хорошо. Главная особенность инклюзивных кинопоказов – возможность после сеанса обсудить картину. А свои мысли и впечатления изложить на бумаге и отправить в коробку желаний. Вы знаете, я даже не ожидала, что во время кинопоказов, когда шло общение именно детей с ведущими, что дети так понимают эти фильмы, что они вот не говорят, что там вот это инвалиды. Они вот самое странное, они ни разу не назвали, что человек с инвалидностью или там ребенок инвалид. Они вот так и говорили, что вот эти дети с разными потребностями, что вот этот плохо слышит, вот плохо видит. Я хочу сказать, что дети воспринимают людей с инвалидностью, наверное, лучше, чем взрослые, потому что у них, наверное, нету еще стереотипов именно по отношению к людям с инвалидностью. Режиссеры этих картин не пытаются пробудить в людях жалость, а наоборот убеждают – инвалиды могут жить полноценной жизнью, если им вовремя протянуть руку. Оля, что такое счастье? Когда в семье никто не болеет. Когда никто не болеет. Игру «Помощь птице счастья» педагог-психолог Галина Пахтушкина придумала сама. Это одна из ее методик по развитию эмоционально-личностной сферы ребенка. Более 30 лет она работает с детьми, сначала воспитателем, потом педагогом-психологом. О выборе профессии ни разу не пожалела, ведь это была мечта детства, которая воплотилась после окончания Сыктывкарского педучилища. В Сосногорск попала по распределению, тут и осталась. Первая группа у меня была в детском доме, когда я пришла работать. И получилось так, что мы пришли не в день, а в ночь работать. И зашли, уже было все выключено, весь свет. И дети начали называть нас мамами. Это просто было такое шоковое состояние. Вот первые месяцы работы в детском доме. Потом, конечно, мы привыкли и, так сказать, приобщились ко всему этому. И начали к этому спокойно относиться. Но первые это просто были слезы, это была боль, это был комок каждый раз, когда заходили в группу. Потому что вот любой новый человек, для них это была мама. Дети были дошкольники, тогда детский дом был только для дошкольников. Вот утром приходили, от стены до стены сидело в группе 27 деток, вот этих брошенных, несчастных. И вот надо было проглатывать ком и работать. И мы, в общем, 3 года проработали. Если бы не семейные обстоятельства, я бы всю жизнь проработала бы там. Отработав 3 года в детском доме, Галина Владимировна пришла воспитателем в детский сад номер 12. Тогда он только должен был открыться. Говорит, помнит каждое дерево, которое почти за 30 лет посадили на территории родителей. На ее глазах одно поколение сменило другое, а она до сих пор помнит дни рождения ребят в своих группах. Хотя уже более 10 лет, как профессию воспитателя, она сменила на профессию педагога-психолога. Профессия – это основная часть нашей жизни. Семья и профессия, ничего нет. Если не будет удовлетворения в профессии, в деле, которым ты занимаешься, то, наверное, человек не будет до конца гармоничным, до конца счастливым. Галина Пахтушкина разработала множество методик, целый цикл занятий по развитию познавательной сферы. Ведь она работает не только с детьми, но и с родителями. У нас детки, им не хватает родительского внимания, родительского тепла. Всегда говорю в первую очередь, чтобы у вас не порвалась вот эта ниточка доверия с детьми, пока они к вам тянутся, пока они к вам идут со своими проблемами. Потому что если сейчас вы оттолкнете, потом они к вам не пойдут ни за что. Они пойдут на улицу, в компанию, к друзьям. А вот это время сейчас нас дети любят. Есть, говорят, 3 стадии. Сначала дети любят, потом они судят,
а потом они нас жалеют. Вот, родители, дети. И вот детский сад – это как раз первая стадия, когда дети любят, и вот этим надо пользоваться обязательно. Всегда говорю, что каждый день должен быть ритуал задушевной беседы, 10-15 минут, но мама и папа должны обязательно посвятить ребенку, рассказать ему про свои проблемы, чтобы он тоже не как с Луны прилетевший был, а знал, в каком мире он живет, и обязательно выслушать его 10-15 минут перед сном, и будет достаточно этого ребенку вот для гармоничного, как бы сказать, взросления, да, и выхода в этот мир. Вот такие в основном проблемы. Посвятить свою жизнь детям – это просто и сложно одновременно. Не секрет, что случайные люди в детских садах не задерживаются. Ведь это большая эмоциональная нагрузка, ответственность, переживания. Тогда как есть еще дом и семья, которой тоже необходимо и внимание, и время, и любовь. Счастливый. Вот сейчас я в феврале стала второй раз бабушкой, это вообще я до такой степени счастливый человек. Я еще раз говорю, что я работаю по призванию, я уже теперь пенсионер, мне уже даже в материальном плане стало полегче. Конечно, в первые годы наша работа ведь не оценивалась материально, тяжело было, но все равно мы не убежали отсюда, никто. Вот кто начинали, здесь очень много нас женщин, таких вот одного возраста приблизительно, мы все трудности прошли вместе. Вот, поэтому я счастливая. У меня хорошая семья, у меня еще жива мама, маме 82 года, но она еще жива, еще дееспособна. И это тоже большое-большое счастье, когда в таком возрасте у тебя есть внуки, но у тебя еще есть мама. Вот. У меня нормальная, хорошая семья, хорошие, благодарные дети. Так что мне не на что жаловаться. Сколько будет сил, столько я буду еще работать и стараться отдать, сделать, хоть чуть-чуть счастливыми кого-то еще. В четверг в Сосногорске будет облачно с прояснениями. Ночью еще холодно, -12. Днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.